Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Хакимзода от должности председателя Государственного комитета по земельному управлению геодезии Республики Таджикистан. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Хакимзода Курбона от должности председателя Государственного комитета по земельному управлению геодезии Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Предоставить настоящий указ на утверждение Маджлиса Ули Республики Таджикистан. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 19 января 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Гулмахмадзода от должности председателя Хатлонской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Гулмахмадзода Давлатшох Курбонали от должности председателя Хатлонской области в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 19 января 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Хакимзода председателем Хатлонской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Хакимзода Курбона председателем Хатлонской области. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 19 января 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Ходжазода председателем Государственного комитета по земельному управлению геодезии Республики Таджикистан. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Ходжазода Орифа Ашури председателем Государственного комитета по земельному управлению геодезии Республики Таджикистан. Представить настоящий указ на утверждение Маджлиса Ули Республики Таджикистан. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 14 января 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Джонона от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Исламской Республике Пакистан. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Джонона Шерали Сайдамира от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Исламской Республике Пакистан и по совместительству чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 14 января 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Ализода от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Республике Казахстан. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Ализода Назирмада от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Республике Казахстан и по совместительству чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Монголии в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, 14 января 2019 года. Постановление правительства Республики Таджикистан от 14 января 2019 года об освобождении Ибодзода от должности председателя Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Ибодзода Хайрулло от должности председателя Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Председатель правительства Таджикистан Эмомали Рахмон. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Ибодзода чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Республике Казахстан. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Ибодзода Хайрулло чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Республике Казахстан. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 14 января 2019 года. Постановление правительства Республики Таджикистан от 14 января 2019 года о назначении Гулмахмадзода председателем Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет назначить Гулмахмадзода Давлатшоа Курбонали председателем Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. Председатель правительства Таджикистана Эмомали Рахмон.
Согласно статье 20 Конституционного закона Республики Таджикистан о местных органах государственной власти, Ходжазода Ориф Ашури освобожден от должности заместителя председателя Сагдийской области и, согласно указу президента Республики Таджикистан, назначен на должность председателя Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан. Согласно этой же статье Конституционного закона Республики Таджикистан о местных органах государственной власти дано согласие на освобождение от должности первого заместителя председателя Хатлонской области и назначение на должность заместителя председателя Сагдийской области Зиозода Сулаймона Ризои. Выступая с очередным посланием парламенту страны 26 декабря 2018 года, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал четвертую стратегическую цель развития индустриализации страны. По словам главы государства, ранее были определены 3 стратегические цели, к достижению которых стремится Таджикистан. Это достижение энергетической независимости, выход из транспортной изоляции и продовольственная безопасность. Если раньше наша страна развивала аграрно-индустриальный комплекс, то теперь необходимо перейти к развитию индустриально-аграрного комплекса. В связи с этим четвертой стратегической целью, стоящей перед государством, является индустриализация страны, подчеркнул лидер нации Эмомали Рахмон. В результате осуществленных правительством страны мер за последние 3 года доля сферы промышленности в валовом внутреннем продукте выросла с 15,2% до 17,3%. С учетом важности сферы промышленности в решении социально-экономических вопросов и создании рабочих мест, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем послании парламенту страны предложил ускоренную индустриализацию страны объявить 4-й национальной целью. Принимая это во внимание, глава государства поставил цель до 2030 года долю сферы промышленности в валовом внутреннем продукте увеличить до 22%. Для достижения этой цели необходимо взять под решительный контроль осуществление принятых отраслевых программ и инвестиционных проектов и обеспечить их эффективность и качественность. Поэтому лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, предложил освободить от налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины сырьевую продукцию, импортируемую в страну для переработки и производства конечной продукции, кроме сырья, производимого в Таджикистане, и подакцизных товаров, а соответствующим структурам поручил в течение 1 месяца определить порядок реализации данной льготы. Стимулирующие меры по организации импортозамещающего производства дали возможность за счет отечественного производства обеспечить население основными продовольственными товарами, домашней утварью и стройматериалами и таким образом за 3 последние года снизить на 3 миллиарда самани или 31% объем импорта пищевой продукции из-за рубежа. В текущем году из 20 видов товаров и продукций, ориентированных на экспорт, обеспечено увеличение производства 15 наименований, но неконкурентоспособность и высокая себестоимость продукции некоторых предприятий, несовершенство путей защиты интересов экспортеров за пределами страны все еще не способствуют диверсификации производства и экспорта. Поэтому правительству Таджикистана необходимо наладить выгодное сотрудничество с приграничными странами для расширения экспортных и транзитных возможностей страны, транзитных перевозок товаров и продукций и создания зеленых коридоров. В ходе очередного послания к парламенту страны лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, также предложил объявить 300 дней реформ по поддержке предпринимательства и улучшения инвестиционного климата. По его словам, данная инициатива предложена с целью дальнейшего поддержания предпринимателей в стране, с целью повышения правовых, финансовых и экономических знаний предпринимателей, оказания помощи в разработке бизнес-проектов и поиску путей их реализации, в особенности для новообразованных субъектов предпринимательства, а также привлечение молодежи к предпринимательской деятельности, правительству Таджикистана необходимо принять конкретные меры для организации в городах и районах центров обслуживания для предпринимателей, которые одновременно будут выполнять задачи бизнес-инкубаторов, подчеркнул глава государства. Эта идея была поддержана и на заседании правительства 28 декабря. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвак, телевидение Таджикистан. Другой стратегической целью, которая непосредственно влияет на создание рабочих мест и увеличение экспортного потенциала страны, является обеспечение продовольственной безопасности посредством развития сельского хозяйства. В результате предпринятых правительством мер общий объем производства сельскохозяйственной продукции увеличился в 3 раза, то есть
с 74 миллиардов сомони в 2000 году до 21,3 миллиарда сомони в 2018 году. А экспорт продукции этой сферы систематически увеличивается. С целью обеспечения развития сферы сельского хозяйства и охраны продовольственной безопасности за счет реализации государственных инвестиционных проектов и государственного бюджета в период независимости направлено более чем 12 миллиардов сомони. В результате предпринятых правительством мер общий объем производства сельскохозяйственной продукции увеличился в 3 раза, то есть с 7,4 миллиарда сомони 2000 года до 21,3 миллиарда сомони в 2018 году, а экспорт продукции этой сферы систематически увеличивается. Вместе с тем, чтобы достигнуть поставленных задач в направлении развития сферы и создавать рабочие места, необходимо придавать большее значение вопросам хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. В настоящее время незначительная доля производственного хлопка перерабатывается внутри страны, а имеющиеся возможности в направлении создания рабочих мест в текстильной сфере используются не в полной мере. Согласно статистическим данным, в последние годы внутри страны перерабатывается всего 10-12% хлопковолокна. В 2018 году экспорт хлопковолокна по сравнению с предыдущим годом увеличился в 2 раза. Поэтому необходимо принять решительные и эффективные меры по улучшению обеспечения потребительского рынка качественной сельскохозяйственной продукции и увеличению объема ее экспорта за счет эффективного использования земли, введения в сельхозоборот бросовых земель и освоения новых, повышения урожайности культур и развития сферы семеноводства, увеличения площадей постоянно действующих теплиц и количества охладительных помещений для хранения овощей и фруктов. Также Министерство сельского хозяйства и Академия сельскохозяйственных наук обязаны в сотрудничестве с другими министерствами и ведомствами и местными исполнительными органами государственной власти обеспечить выполнение принятых отраслевых программ и каждые 6 месяцев предоставить правительству страны информацию о проделанной работе. Вдобавок к этому необходимо за счет бросовых земель и предгорий систематически увеличивать площади садов и виноградников, в том числе и интенсивных садов. И к другим темам. Сотрудники афганской национальной армии арестовали 3 предполагаемых боевиков и ликвидировали огромный склад оружия в восточной провинции Логар. 14 человек погибли на западе Судана, когда пассажирский автобус врезался в припаркованный у дороги грузовик. Первая снежная буря в новом году обрушилась на столицу Соединенных Штатов Америки. Количество осадков в Вашингтоне может достигнуть четверти метра. 3 человека погибли в результате схода лавин в австрийских Альпах. Жертвами стихии стали лыжники из Германии, которые катались вопреки запретам и предупреждениям об угрозе схода лавин. Об этих и других событиях в мире более подробно в блоке зарубежных новостей. Сотрудники афганской национальной армии арестовали 3 предполагаемых боевиков и ликвидировали огромный склад оружия в восточной провинции Лагар. Военнослужащие установили кордон для охраны места, где был обнаружен тайник с оружием. Среди огромного количества уничтоженного оружия и боеприпасов было 50 тонн аммиачной селитры, которая используется при изготовлении самодельных взрывных устройств и придорожных бомб. В ходе операции были также уничтожены 2 машины и 53 тонны гашиша. Первая снежная буря в новом году обрушилась на столицу Соединенных Штатов Америки. Количество осадков в Вашингтоне может достигнуть четверти метра. Власти округа Колумбия и штата Мэриленд призывают местных жителей проявлять бдительность на дорогах. В штате Виргиния в результате ДТП в ночь на 13 января погибли 3 человека. На дорогах Вашингтона и пригородов произошло более 230 аварий. Еще около 120 водителей просто застряли на дорогах. 3 человека погибли в результате схода лавин в австрийских Альпах. Жертвами стихии стали лыжники из Германии, которые катались вопреки запретам и предупреждениям об угрозе схода лавин. Они погибли на закрытой трассе, которая считается опасной и в хорошую погоду. Еще один лыжник пропал без вести. Его поиски были прерваны из-за взросшей угрозы для команды спасателей. Ситуация в Австрии и на юге Баварии осложнилась из-за сильных снегопадов. Многие автодороги закрыты из-за снежных заносов, нарушена жизнь горнолыжных курортов. В результате обрушения крыши на угольной шахте в Китае погиб 21 человек. Под землей работали 87 человек. 66 из них удалось спасти и эвакуировать на поверхность. Они находятся в безопасности. Причины катастрофы обещают установить в ходе расследования. Такие аварии случаются на шахтах в Китае регулярно.
Автомобиль – это средство передвижения и повышенной опасности, и управляя им, водитель берет на себя большую ответственность. Каждый водитель должен соблюдать правила дорожного движения и следить за состоянием своего транспортного средства. Несмотря на это, люди подчас забывают о том, что точное соблюдение правил дорожного движения – это закон для всех участников дорожного движения. Дорога не нуждается в оправданиях, она не терпит даже самых маленьких нарушений, обязывая к бдительности и постоянному вниманию. С целью выявления грубых нарушений правил дорожного движения на столичных дорогах сотрудниками Государственной инспекции отдела ГАИ Управления внутренних дел города Душанбе совместно с сотрудниками профилирующих органов города Душанбе провели рейд. В результате проведенных мероприятий выявлено 84 грубых нарушения правил дорожного движения. Из них 9, когда водители не имели разрешения на тонировку. 2 задержаны в нетрезвом состоянии. 1 водитель управлял автомобилем с чужими государственными номерами. 5 не имели водительского удостоверения. Также в ходе мероприятий было обнаружено транспортное средство с полностью затонированным лобовым стеклом. Хотя, согласно нормам, принятым в Республике Таджикистан, разрешено тонировать не более 20 сантиметров лобового стекла. В ходе рейда также были зафиксированы и другие нарушения и несоблюдение правил дорожного движения. В связи с этим Управление внутренних дел города Душанбе еще раз доводит до сведения владельцев автомобилей и водителей о том, что во время управления автотранспортом необходимо строго соблюдать все правила дорожного движения и иметь при себе все необходимые документы, в том числе права и непросроченное разрешение на тонировку стекол. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь на нашем канале и до встречи.